Так, Мухарбих на 5 минут украдки был истхал. Масниц или да, счастья, Хамад Ядивию, Сундия, Дагдиха, Язяева. Причины выхода ингушей из состава Чечено-Ингушской АСР в 90-х годах 20 века. Первая основная причина. Ингуши в то время и в настоящее время не собираются оставлять свои земли осетинам. В любом случае будут жить на своей родной земле предков. Ингуши надеялись, что после выхода закона о реабилитации репрессированных народов, упраздненная репрессивным методом в 1934 году ингушская автономия будет восстановлена по политическим, материальным, территориальным критериям. Но это не произошло. Осетинское лобби оказалось сильнее российских законов. Ради справедливости надо сказать, что тяжким грузом революции и советская власть легла на плечи ингушского народа. При установлении советской власти на Кавказе, несмотря на 50-тысячную малочисленность народа, советская власть на Северном Кавказе установили ингуши. В своей книге «Статьи речи» чрезвычайный комиссар Юга России Серго Орджоникидзе в телеграмме Ленину пишет: «Дорогой Владимир Ильич, 11-я армия Деникиным разбита, деморализована, нет денег, нет продовольствия. Советская власть висит на волоске. За нами никто не идет, на нас робко оглядываются». В эту трудную минуту на защиту советской власти стал весь маленький ингушский народ. Они не признают деникинскую власть. Это единственный народ из кавказцев, которые отказались пополнять деникинскую армию полком. Установление советской власти на Кавказе в процентном соотношении по сравнению с другими народами Кавказа ингушам обошлось очень дорого, с потерей населения и материального ущерба. Это не секрет и не выдумка. Антон Иванович Деникин оказался ясновидцем. Он сказал, что Россия никогда не оценит заслуги ингушского народа. Далее вернемся к плану Сталина. Первый секретарь ингушского обкома партии Зязиков Идрис Байсултанович знал, с какой целью Сталин затеял вопрос объединения двух кавказских автономий – чеченской и ингушской. Коварный план Сталина был таков: чтобы со временем малочисленный ингушский этнос растворить среди других народов, среди осетин и чеченцев. И в будущем ингушский город Владикавказ-Буро и ингушские земли оставить осетинам. Но завершить свой коварный план Сталину удалось только после расстрела первого секретаря обкома Зязикова. Величие народа определяется не величием численностью людей, а величием дел, истории этого народа. Ингуши – это часть нахского народа, который тысячелетиями не поддался ассимиляции другими народами. Каждый почти в чистом виде сохранили нахскую культуру, кровь и корни.